Вам говорит что-нибудь фамилия Бабурин Михаил Федорович? Абсолютно ничего. Что-нибудь вам говорит фамилия Бабурин? Нет. Автобиография. Я Бабурин Михаил Федорович. Родился в Ленинграде в 1907 году в семье рабочего. В 1930 году окончил Ленинградский художественный институт, Академию художеств. С 1932 года член Союза советских художников. Являюсь профессором на кафедре скульптуры в институте имени Сурикова. В настоящее время работаю над созданием проекта памятника Владимиру Ильичу Ленину, лауреат Государственной премии, член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор Бабурин. Это скромная по своей немногословности автобиография, хранящаяся в Национальном музее Республики Башкортостан и в сотой мере не может отразить всю значимость и мощь, силу и талант выдающегося художника и величайшего мастера, олицетворявшего своим творчеством архитектурный ренессанс в пору торжества социалистического строительства. Михаил Бабурин – один из крупнейших советских скульпторов, вершителей ленинской программы монументальной пропаганды, внес заметный вклад в создание современного облика столицы нашей Родины. В 40-е и 50-е годы Москва, окрыленная победой над фашизмом, строила сталинские небоскребы. Так в Москве скульптуры Бабурина украсили гостиницы «Пекин» и «Советская», автодорожные и пищевые институты, высотные здания на Котельнической набережной, на площади Восстания и Московского государственного университета на Ленинских горах, а также станцию метро «Курская кольцевая». Еще одно талантливое присутствие руки мастера отмечено в эпохальном творении строителей социализма в преддверии грядущего коммунизма – это Дворец науки и культуры в Варшаве, великолепный подарок Иосифа Сталина братскому польскому народу. Есть и менее громкие в геополитическом масштабе, но не менее выдающиеся для нас, граждан бывшей страны Советов, монументальные творения Михаила Бабурина. Кроме Костромы и Пензы, что украшены, соответственно, скульптурной группой «Слава» и памятником Белинскому, в творческом багаже автора есть два произведения, вошедших в классику советского искусства. Это монументальная композиция «Дружба», созданная во знаменование 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав русского государства, и памятник вождю мирового пролетариата, созданный специально для столицы Башкирской АССР. Михаил Федорович Бабурин. Нет, впервые слышу. А вам знаком памятник Ленину на Горсовете и монумент дружбы? Знакомо. Тем более монумент дружбы я с детства знаю, собственно. В 1965 году достроен был уже, собственно. Как раз времена моего детства. Так вот, Бабурин – автор этого монумента. К сожалению, мы, собственно, своей истории-то и не знаем практически, собственно, истории нашего города. Рождением своим наш город обязан добровольному присоединению Башкирии к русскому государству. На холме, где некогда московские стрельцы заложили Уфимскую крепость, теперь высится монумент дружбы. Памятников, равных этому в Уфе, можно сказать, что и нет. Безусловно, памятник Салавату Юлаеву, но он в другой категории пребывает. Подобных этому, пожалуй, и нет. Я имею в виду всю организацию, планировку так называемую. Эти все смотровые площадки, когда мы можем обойти с разных уровней планов, посмотреть, как выглядят фигуры и полностью монумент со всех сторон. Потом он полноценный в своем всевозможном скульптурном проявлении. Здесь и круглая скульптура, и рельефы, они выгодно дополняют друг друга. Архитектурная часть, которая, как известно, представляет тот меч, вкопанный в землю рукояткой, меч в ножнах, он символизирует одновременно и стелу, вот эту обелиск, символизирующий братство, дружбу, прекращение всяких расприй. То есть вот этот комплекс архитектуры и скульптуры, он един в своем
звучании и литературном, и пластическом, и вот по сложности замысла и по его воплощению, вот ему, конечно, равных нет. Это одно из самых значительных монументальных произведений Бабурина, скульптора. В годы учебы в училище, в институте мы всегда следили за его творчеством. Нас очень интересовало его образное решение, пластика, обобщение и в то же время реализм в его творчестве. Зарисовки делали с его скульптуры очень много. И во времена Рубенса, во времена Микеланджело, во времена Рафаэля были заказаны работы, и они, эти великие гении, успешно справлялись с этой задачей. Так вот, Бабурин также, когда ему был сделан большой заказ «Слава Советской Конституции», вроде бы такая очень скучная тема, да? Но это грандиозный мастер, и он так соткал фигуры, и за счет элемента ветра на заднем плане, знамени на дальнем плане, он решил совершенно современную композицию, одухотворенную. И этой постановкой он даже показал не просто то, что он гордится свершениями советского народа, но и ощущение какого-то величия, такого глубокого романтизма. Если мы возьмем его большую серию «Земля российская», там 3 фигуры найдены просто великолепно. Сноп пшеницы. Такой вроде бы такой не очень стандартный элемент, к которому мало кто прибегнет, а вот будучи просто таким мастером с большой буквы, этим снопом пшеницы он объединил все группы людей. Или, допустим, большая работа столевара. За счет элементов оружия и труда столеваров он объединяет опять-таки большие группы людей и создает такой натянутый, упругий ритм построения фигур. А это себе может позволить только большой мастер. Вот, например, его знаменитая работа, посвященная 400-летию добровольного присоединения Башкортостана в состав России. Грандиозная работа. Как мастер он по всем цифрам Фибоначчи, по золотому сечению построил это грандиозное сооружение. Филигранная работа, ювелирная работа со складками. То есть, вот, опираясь на древнегреческие элементы, он показывает ритмику движений. Как мальчик-музыкант склонился на колени, или как женщины идут одна за другой. Но это построено просто грандиозно. В фондах нашего архива отложились интересные документы, которые проливают свет на историю строительства таких объектов, как Монумент Дружбы, памятник Ленина. Руководил всей этой работой Бабурин Михаил Федорович. Он был в этом деле уже не новичок, он уже до этого работал над такими проектами, а также был уже отмечен Государственной премией СССР. Многие детали этого монумента были сделаны в Ленинградском заводе «Монумент скульптуры». И по итогам всей этой работы потом Бабурин Михаил Федорович был награжден почетным званием. Ему было присвоено звание народного художника Башкирской АСР, а его коллегам были присвоены звания заслуженных деятелей культуры. Также были отмечены и рядовые сотрудники, которые принимали непосредственное участие в монтаже этого объекта. Они тоже были награждены почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАСР. И работники завода «Монумент скульптура» не были забыты. Их в память 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав русского государства наградили также почетной грамотой Верховного Совета Башкирской АСР. Впоследствии этот монумент дружбы уже стал визитной карточкой не только города Уфа, но и всей нашей республики. Простор
Соборная площадь, Комсомольская. На этой площади сходятся пути всех уфимцев. На ней недавно открыли еще один памятник Владимиру Ильичу. В дни торжеств и в будни мы приходим сюда с нашими заботами и радостями. Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Уфе является достопримечательностью города. Пространство, которое держится этой скульптурой, огромно. Это поистине монументальное произведение. Скульптор Юрий Солдатов, пожалуй, единственный из наших современников, уфимцев, встречавшихся с Михаилом Бабуриным. В 1975 году, тогда еще студент Ленинградского института живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина, готовился к защите дипломного проекта, наводя последние штрихи. Как вдруг в мастерскую заглянул Михаил Бабурин, приглашенный из Москвы на защиту дипломов профессор Суриковки. Еле скрывая свой испуг и изумление при виде того самого мэтра, находчивый студент нагло спросил: «Ну как вам это нравится?» На что получил такой же веселый ответ: «Гениально!» Фигура довольно пластичная, довольно динамичная. В революционной романтике развивается его пальто. Жест, конечно, утверждающий. Перед скульптором стояла очень сложная, очень трудная, так сказать, задача. Но так как этот скульптор был прекрасный скульптор, замечательный профессионал, он замечательно справился с этой задачей. Здесь же мы видим замечательное произведение искусства. Этот же монумент был повторен в округе Гали. Вот. Но прошли те времена, стали исчезать памятники по всем городам и весям. Но вот, слава богу, в Уфе остается этот монумент замечательного скульптора, который все же напоминает нам о том, как мы жили, за что боролись, к чему шли. И это напоминание нам исторического прошлого, которое, конечно, ни в коем случае нельзя забывать. В Центральном архиве общественных объединений, в прошлом партийный архив, в личном фонде заместителя председателя Верховного Совета СССр Зии Нуриевича Нуриева, а в ту пору первый секретаря Башкирского обкома КПСС, хранится подарочный альбом, выпущенный к одному из его юбилеев, с фотографиями с торжественного открытия памятника Ленину, возведенного в 1967 году на Комсомольской площади столицы. Здесь и авторский рисунок скульптора, и деревянный макет будущего памятника. Мне тогда 4 года, получается, было. Мы ходили вот на видел деревянный макет, который был, потом леса, помню, вот эти, палатка, которая была накрыт памятник. Площадь называлась Комсомольская. На этой площади был установлен памятник Ленину более маленьких размеров, и он стоял ближе к нынешнему проспекту, ближе к улице, проезжей части. И вот на Комсомольской площади было решено возвести уже такой крупномасштабный памятник, да, монументальный памятник. Ну, здесь вот как раз на этой фотографии момент, когда уже снимают леса с памятника, то есть монтаж уже был завершен, и уже памятник накрыт простыней, готов к открытию. Здесь вот изображено, как облагораживают территорию около памятника, асфальтируют, устанавливают цветники. Это уже получается на рассвете, в день открытия памятника. Там вот видно, как охрана стоит около памятника. Все было подготовлено к проведению митинга. Торжественный митинг открыл Медхат Закирович Шакиров. Он был первым секретарем Уфимского городского комитета КПСС. И затем выступил первый секретарь Башкирского обкома КПСС Нуриев Зия Нуриевич. Открыл памятник. То есть была перерезана символическая лента. И вот на следующей фотографии видно, как покрывало спадает с памятника. И вот он уже предстает в том виде, которым уже мы можем сегодня видеть его.
Известный журналист, исследователь Рашида Краснова в своем очерке «Зухра и Надежда» об истории создания на месте Уфимского городища, Троицкой церкви и Смоленского собора, где высится ныне монумент дружбы, проследила судьбу не только самого Михаила Бабурина и его соавтора Галины Левицкой, но и женщин, послуживших моделями для главных скульптур, символизирующих русский и башкирский народы. Это дочь скульптора Надежда и уфимская девушка Зухра Муратова, в годы войны оказавшаяся в Москве. Надежда Михайловна – известный искусствовед, кинематографист, автор книг и многочисленных статей в отечественных и зарубежных журналах. Зухра Муратова преподавала английский в МГУ, где проработала более 40 лет, кандидат филологии. Башкирка с монумента написала целый ряд учебников по английской научной, письменной и устной речи, множество статей по англо-русскому двуязычию и методике преподавания научного английского языка в ВУЗе. В советское время была переводчиком. Надежда Михайловна вспоминала открытие монумента дружбы. Мы с мамой находились в толпе, слушали выступающих, среди них был космонавт Владимир Комаров, и плакали от радости. Жаль, не было Зухры. Запомнила выступление народного поэта Башкирии Мустая Карима. Образная, яркая была у него речь. Говорил он о холодном камне, превращенном в живой символ не только талантом художника, но и благодаря любви, дружбе между двумя народами.